Дошли. Это ладно. Сейчас накормлю тебя тоже, бездельника. Дым с трубы идет, в избушке тепло должно быть. Сейчас чай попьем, покушаем. И я хочу пострелять еще немножко. Как всегда, пострелушки еще будут у меня. Да? Пострелушки. Так, рюкзак оставлю. Опа. Хорошо. Поддувало открыть, тяга хорошая была. Фу, все запотело, блин. В первую очередь собаку накормлю. Кашу варить не стану. Говядина вот это. Именно для тула набрал. Паштетом воняет. Пахнет. Вот и все. Быстрая еда для тулана. Так, посмотрим, съест, не съест там. Понравится ему, нет. Чай. Ну это то же самое, как суп. С удовольствием съест. Сегодня утром тоже его не кормил. Сразу поехали. Пускай ест. Так, ружье надо, чтобы не упало. Туда-сюда бегает собака. Растя, масло немножко подостыло. Ну, нормально еще. Как повидло. В тайге всегда так. Хочу по-человечески тоже пообедать. Не знаю, время сколько у нас. По времени 12 часов уже. У нас еще 4 часа. Подогрею кашу. Нормально покушаю. Дальше своими делами заниматься. Только полбанки хватит. На печи быстро нагреется. Ну что, ребят, завтрак и обед, все вместе, все в кучу. Полбанки нагрел, сейчас съем, наверное, еще, может, остатки тоже нагрею. А можно так холодную, если что, попозже съесть. Но кушать, если честно, очень хочется. Аппетит нагулял, вообще жесть. Сейчас после обеда я выйду и постреляю по мишени. Хочу пару выстрелов сделать из карабина Лощ. Я взял с собой сегодня. И из мелкашки с оптическим прицелом Вест Хунтер или что там. Ну, вот этот прицел хочу чисто вот под этот патрон пострелять. Патрон Охотник 370С. Латуневая гильза.
Ну, хоть пару выстрелов. Ну, как получится. Самое главное, с карабина очень давно уже не стрелял. И у меня новые очки, надо подкорректировать оптический прицел под эти очки. И чтобы наверняка уже, если вдруг на охоту пойду, уже знать, что у меня карабин пристрелян и готов к охоте. Хорошо, что я дома вчера приготовил эту кашу. Готовится очень легко. Я вам на второй избе показывал, как макароны готовил и рис. Пропариваешь прям в сковороде. Не надо заморачиваться отдельно там. Сперва обжарил с тушенкой лук. И туда уже гречку добавил, залил водой. Буквально там 20 минут и каша готова. Там с утра в банку наложил. В принципе, это то же самое, что магазинская каша в банках продают. Но намного дороже, конечно. А так, сам если приготовить, если мультиваркой приготовить, вообще огонь. Больше порций можно сделать. Сразу несколько банок. Закрутить, когда горячий. Закрутить, стерилизовать, закрутить, и можно там годами хранить. На охоту банку взял, пошел. Идею подкидывай, а там уже сами думайте, что лучше, выгоднее. Но готовка, скажем, вот я сейчас, если начал еще готовить, это очень много времени отнимает. Одни короткие. Еще надо мне веники, ну, прутья еще набрать немножко. Не знаю, на пристрелку у меня сколько времени уйдет. Самая то порция. Ну что, вот карабин Лось ЧМ1. Оптический прицел получается у меня Пилад 4х32. 4х32. Так все это выглядит. Очень мало охочусь с этим карабином. На пернатых сейчас по закону пока нельзя охотиться, поэтому и в основном дома он лежит. Давайте пару выстрелов сделаем, а там видно будет. Так, получается у меня патрон барнаульский 9,4 грамма, оболочка. Обычный вот такой патрон. Вообще я доволен. Он более-менее доступный, бюджетный. Ну и со 100 метров, думаю, тоже попадем. Посмотрим, как получится. Но снимать не стану, я уже результат стрельбы там покажу. Так, ну что, ребят, два выстрела. Первый, второй. Это получается, ну, вот, где-то, наверное, 2 сантиметра между пулями. Сейчас еще один выстрел сделаю и уже буду стрелять со 100 метров, попробую. Сейчас один щелчок еще сюда сдвину. Выше идет, это нормально. Уйди, Тулан.
Так, значит, один щелчок и попробуем еще один. Ну, ребят, вот и результат. В принципе, точно прилетел. Сейчас уже трогать ничего не стану. Сейчас эту банку еще на 100 метров поставлю. Попробую со 100 метров бахнуть. Но это нормально так. Хорошо. Выстрелил один раз. Дай, думаю, схожу посмотрю. Примерно в какую сторону пуля ушла. Ориентировочно. Давно не стрелял из карабина, блядь. Немножко отвык уже от стрельбы, если честно. Но в банку я, видать, не попал. В банку я не попал, ребят. Промахнулся. Под яблочку прицеливался. Так. Левее ушла. Даже касательно не попало. Ну, в принципе, вот только влево ушла. Прицеливался. Ну да, надо отсюда и прицеливаться. Сейчас чуть-чуть правее возьму. Выстрелил еще 2 раза. Вроде попал. Холодно. Руки и пальцы замерзли. Я, ребят, с мелкашкой сегодня уже стрелять не стану. Как-нибудь в другой раз от села куда-нибудь съезжу. На УАЗике или на Жигулях можно даже. И там постреляю. Сегодня стрельбу закончим. Вроде попал. Сейчас подойдем, покажу. Бездельник со мной тоже проверять идет. Вон, ряд. Если в банку попал, я больше уже... Ну, зачем мне пулю в пулю? Пуля в пулю стрелять. Что-то есть. Сейчас, ребят, поближе подойду. Есть, попал. 2 раза выстрелил и оба раза попал. Вот так вот. Первая влево пошла, потом я щелчок еще, или 2 щелчка, не помню уже, 2 щелчка может даже сдвинул. Но один щелчок на 3 сантиметра сдвигается. Вот сейчас это нормально. Если я на один щелчок сдвину, вот сюда будет, все равно в центр не попадет, а чуть-чуть в сторону пойдет. А разброс лучше у меня не получалось. Это Барнаул такой разброс дает. Где-то вот 2 пальца, если посмотреть. Ну, грубо говоря, по центрам 3 сантиметра, наверное. Да хватит, в глухаря можно попасть, в слона можно попасть, хоть кого, хоть крокодила. Так что я доволен и этим. Вот. Все, не буду больше стрелять сегодня. Если эта стрельба может быть бесконечной, нормально. Я доволен, ребят. А с мелкашкой в другой день, не сегодня. Сегодня не буду стрелять. Самое главное, карабин у меня пристрелян. С этим результатом я с уверенностью могу охотиться хоть на кого. С 50 метров тоже хорошо попадает. Ну и со 100. Стрелял, получается, чуть ниже центра. Примерно не в центр прицеливался, вот примерно на 3 сантиметра ниже, но не под яблочку. И вот такой результат. Так, ну все, 3-5 и 6-я гильза вон там в стволе. Хорошо. Сейчас еще один раз бахну с 50 метров. Контрольный выстрел. Сделаю, фиг с ним. Между прочим, блин, курок такой
мягенький у лося, у севера у меня вообще жесткий. И вот непривычно. Вот это и есть у меня ошибка. Вот я только начинаю, как бы готовлюсь выстрелить, и он у меня уже стреляет. Не знаю, куда-то попал или нет. Последний выстрел. Вон он. Вот, самую середину. Все. Это был, получается... нет, вот, последний. Вот, я отмечал 1, 2, 3. Ну, ручкой. 4. Вот сейчас, немножко левее. И без разницы, там, щелкну, там, правее будет идти. В центр, никак не попадет. Такой оптический прицел, пилад. Все. Нет, я доволен. Пуля в пулю с 50 метров. В принципе, летит хорошо в центр. Все нормально. А там уже, ребят, если вдруг не попал, там уже твой косяк. Это уже где-то дернул, где-то еще не так прицелился. Но под эти очки я скорректировал. Сейчас хорошо я вижу с оптического прицела. В принципе, нормально, стрельбу закончил. С мелкашкой другой раз. Ennen ei varata. Kossamme vasta. Huhkää. Tänne. Noi, tuli aseet. Mesh. Vaan. Вон. Один. Який красивий. Один. Тулан себе нашел место. Лежит. Короче, загрузился.
Кто его знает, может и на УАЗике больше не получится по этому снегу приехать. У меня все накладки замерзли, во-первых. В общем, не знаю, ручником, если что там тормозить. Получилось полный кузов. Ну, пол кузова сена. Это сено увезу Тулану на подстилку в будку. Ему всю зиму это хватит. уже считай, начинаются сумерки, скоро стемнеет. Мне бы еще надо прутья немножко собрать. Немножко прутья собрать. Ну, ветки от березы. Резко все. Да, не буду болтать, короче, я буду собирать веточки еще. Налил чай. Сейчас я буду пить чай. Ну, еще немножко, ребят, я собрал ветки для метлы. Ну, там штук 6-7, наверное, будет метлы. Хватит. Вот. Сковороду помыл. Тулана я еще дополнительно накормил. Там остатки каши, все ему я отдал. Он сытый, довольный еще дома. Приедем домой, там еще накормлю и будет спать. Он нагулялся сегодня, хорошо ему. Балдеет. Одноразовый чай заварил. Пить хочется. Ну и на улице уже, смотрите. Вот так, все быстро. Время, сейчас скажу. Время, ребят, 15 часов 38 минут. 21 ноября. Уже без 24. Ну, одним словом, сейчас я соберусь. Тут собрать-то я еще консервы взял. Думал, если вдруг захочется съесть, там, ну, покушать, там, быстро открыл консервы, там, калининградские, мясо цыпленка. Мясо цыпленка написано, там, ну, попа от цыпленка, там, кости и еще кожа, и, ну, но он, блядь, я не знаю, из чего сделан, но он вкусный. А так съедобного мало что там есть. Раньше консервы хорошие были. Вот эти, сейчас я поближе покажу. Ну, до сих пор я еще беру, потому что они, ну, нормально. Короче, ругаю, и тоже, другими словами, он тоже нормальный. Быстро можно сварить. Он плотный, он, смотрите. В собственном соку мясо цыпленка. Золотой петушок. Калининградский, наверное. Вроде Калининград был. Изготовлен. Калининградская область, да. Краснодарск. Так, да, Калининградская область. Я вообще калининградским называю всегда. Рекомендую, в принципе, нормальный. Вот. Ну, не понадобилось сейчас уже. Домой поеду. Нормально поем тоже. А сейчас попью чай и собираюсь. Печка еще топится. Один раз за целый день, наверное, один раз подкидывал, но полную печку дров там закидывал. И все. В общем, двери открыты. Там открыто. Тепло, жарко. Освещение такое, что поделаешь. Я не подготовился. Ну, что задумал, сегодня я все сделал, в принципе, успели. Так, ну, куча хорошая, вон он. Нормально так. Достаточно. Так. Так, завести, пускай работает. Тормоза все, блин, замерзли. Ой.
были. Все хорошо. В чистоте порядка, как всегда, оставляю избу. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Обогрела нас изба. Воду с чайника вылил. В ведре нигде не осталось воды. Вообще самое главное зимой, это чтобы воды нигде не было. Иначе удачи не видать. Так, ладно, все, едем. Я уже все загрузил. Тулан остался вот еще. Бездельник мой. Так, немножко приоткрытым, как всегда, ставим. Так, все закрыто. Все закрыто. Так, ладно, изба, давай, до новых встреч. Встретимся еще. Походы только начинаются, наши зимние. Туда, вперед. С удовольствием садится. Лишь бы пешком не идти. Бездельник. Ложись. Водку или вот. Вот и все. План на месте. Ошейник надо одеть ему. Кабелина. Сейчас поедем. Ладно, ребят, потихоньку едем. Потемну. Что поделаешь. Сейчас дни очень короткие. Время очень быстро летит. Надо с ночевкой как-нибудь в другой раз приехать. Ничего не успеваю. В следующий раз, наверное, порыбачим. Сегодня капканами занимались. На другом берегу еще буду капканы ставить. Наверное, так. Разбили дорогу. Жестко.
Бойся, чтобы машину нигде не сломала. Слышите, как машина стала скрипеть, греметь. Это как проехал через лужу первый раз, и сейчас второй раз. Сейчас громче стало все скрипеть. Вода куда-то попала, но она замерзла. Или льдинка. Что-то похоже на то. Тулан балдеет. А, Тулан. Балдю. Балдю. Хорошо тебе. А, Тулан. А, Тулан. Окраина села, деревни-то есть, Алексеевка. Последние дома тут. Видите, все хорошо. Ну и вот такой ли? А? Гуспался? План. Ога нам много. Десантироваться уже готовится. Вожна. Огана. Ну вот куда. Вот. Ога спете. Вот куда. Вот. Вот туда. Ты смотри. Ну что, ребят, давайте будем заканчивать сегодняшний поход. Это была последняя остановка, потом уже я поеду домой. Надеюсь, вам понравился этот фильм. Если что там, если понравился, конечно, обязательно оцените лайками, комментируйте и ждите новые сериалы от Олега. Продолжение фильма «Охота на куницу», ну, в дальнейшем будущем, конечно же, будет. А на сегодня все, ребят, давайте. Пока. Ладно. Что там увидел? Кого там увидел? Что там летает, что ли, кто? Нету никого. Ладно, ребят, давайте, все.